Всем привет! Это первый и, я надеюсь, не последний выпуск передачи «Русские слушают башкирскую и татарскую музыку». Для меня важно, чтобы о нас не думали, что мы живем в юртах, а у нас достаточно хороший и серьезный шоу-бизнес, в который нужно вкладывать, который нужно развивать. Нам принципиально, чтобы люди не знали башкирский или татарский язык, не знали, что такое татарская и башкирская эстрада. В поездке, в бесплатном, собственно, музыкальном такси мы будем давать возможность посмотреть 3 клипа и слушать, конечно же, мнение людей, кто впервые видит, вообще слышит вот эту кухню под названием татарская и башкирская эстрада. Ребят, привет! А вы башкирский понимаете, татарский там, да? Нет вообще? Клево. Давайте посмотрим музыкальный клип, и я довезу вас бесплатно. Ну, клип, давай посмотрим. Ну, идемте, садитесь. Вас как зовут? Меня Макс зовут. Макс, Роман, Ильяс. Ой, блин, а можно? Че, все, уже не хотите сниматься? Все, боитесь? Я вас никуда не увезу. Давайте пристегнемся, потому что, ну, мало ли. Шутка. Так, давайте знакомиться. Меня зовут Ильяс, а вас как зовут? Меня Лиза. Лиза. Как? Рузалина. Рузалина. А меня Катя. Катя. Я в первый раз села в машину к незнакомому человеку. Нам дадут конфетку? Смотрите, ребят, чтобы вы спокойно себя чувствовали, я прям ведущий, ну, в смысле, телеканала, и вы не переживайте. Я не маньяк, могу, я не знаю, документы свои дать. Да? Хорошо. Клево. Короче, ребята, смотрите, давайте сделаем следующим образом. У нас будет всего 3 песни, мы оцениваем видеоряд. Ну, понравился, не понравился, скучный, может быть. Говорите как есть, прям не стесняйтесь, ладно? В общем, задача вот этой передачи нашей, чтобы открыть завесу вот этого вот темного леса башкирской и татарской эстрады. Вы слышали о Ришате Тухватуллине, там, я не знаю, Элвин Грей, Радик Ильяч? Элвин Грей слышал. Чуть-чуть, наверное. Чуть-чуть, Что у него есть? Какие песни? Песни-то не знаю, я просто видел, как выступал он. Клево. Образ достаточно такой экстравагантный у него. Ага, хорошо, отлично. Уже, значит, есть картинка. Это вообще наш черниковский пацан. Хотите сделать погромче? Сделать погромче. Так. Что видите вообще вот? Он похож на это, на Джонни Боя. На Джонни Боя? Да, татарский. Который из Латвии. Да, который из Латвии. Татарский Джонни Бой, да. Напоминает начало клипа у фараона. Тихо, ну реально, ты посмотри. Он выступает, что ли? А? Как будто похороны, что ли? Да, как будто похороны, реально. Что видите по картинке? Какие вот ощущения? Чувака очень пытающегося закосить под Джонни Боя. По Джонни Боя? Что вторые люди говорят это реально? Я никогда даже об этом не задумался. Картинка красивая. Качественно. Качественно, то есть сам клип видно, что сделан со вкусом. Профессионалами даже сказал бы прям по поводу картинки, постановки самой. Он еще и художник. Мне хочется выпить кумыса, потанцевать. Кумыс — это клево. Что это за женщина? Это его мама. Я сомневаюсь, что это его мама. Почему с мамой лепит горшки, а потом трогает ее за лицо? Мам! Она старше него. Да. Это видно, да? Ну да, это заметно очень даже причем. Ну а что, вы бы хотели быть на ее месте? Ну хотели бы, ну что ж вы. Ну в клипе сняться, почему бы нет? По поводу музыкальной составляющей, ну не знаю, ну типа сам по себе попсу не очень люблю, да и к тому же еще и на языке, который Не понимаешь? не понимаешь, Мы да. же слушаем английскую музыку. Ну да, английскую музыку слушаешь, потому что тебе нравится сама музыка и какой-то там ритм языка. А здесь ритм языка немножко ухо как-то это он это. Да, слегка режет, а по минусам, ну не знаю, типа чем-то стандартно напоминает. Ну типа, ну ты еще раз такой минус слышал уже. Если честно, то мне не прям очень нравится этот клип. Клип не подходит к песне, мне кажется. А вот почему он снимал как раз-таки кладбище, лес. Что там? Потому что она умерла. Вот. Теперь понятен смысл. Мне очень интересно, что происходит в этом клипе, потому что пока
показывают какую-то осень, зиму, потом какую-то женщину, и дико интересно узнать, о чем он поет. И причем здесь горшки? Ну, я тебе говорю, это не мама. Я поняла, я все поняла. Просто Элвин Грей в душе платоник. Ему была очень интересна сама идеология диалогов Сократа. И в итоге рано или поздно он дошел до чтения Гиппия большего или меньшего, я не помню которого из них, а именно там Сократ сравнивает с Гиппием женщин с горшками. Слушай, это достойный ответ. Слушай, это философия третий курс, наверное. А подожди, реально же третий? А почему у него другая тетенька теперь? В смысле, это та же? Нет, там блондинка теперь другая была. Чего? Разве? Да. Я слишком вот это. Он коллекционирует взрослых женщин. Может, это такой комплекс, у него в детстве не хватало мамы, и теперь он пытается найти их других женщин. Что это, что ли? Что это в конце за закос под LJ был? Ну, все-таки, Математическая как я сущность, что ли, какая-то, понял, что ли? когда он, собственно, ну, финал и развязка сюжета, это закос под Дориан Грей, если я правильно понял. То есть вы видели, он коллекционирует вот эти вот женщины, он молодится, типа. А вот это бы не Есть, хватило. Теперь мне стыдно, надеюсь, Да. Вырежете, да, это все? да, меня целиком. Вторая песня, это второй клип, точнее, это Ришат Тухватуллин с песней «Махаббаты». Давайте также реакции максимально там, да, я не знаю, критичные или наоборот, вот как хотите, как чувствуете, так и говорите. Они что, где-то в Крыму, что ли, снимают? Локация, потому что видно, что это не в Башкирии, если вот до этого, который был, этот, Это, возможно, еще, да, республика. Элвин Грей, да, где-то в республике. Это она вот сейчас чемодан взяла в руки, чтобы к нему поехать. Давайте будем верить в хорошее. Не разбивайте мне сердце клипа. Какая модная у него спортивка, то есть такой хочу. О, просто офигенно. Это что, в Крыму, да? Вроде, да? Картинка напоминает как будто заставку какого-нибудь, знаешь, российского сериала по России-2, когда показывают. О, ну, кстати, да, это интересно, потому что, по сути, зритель Ришата Тухватуллина это вот Ага. женщина 35+. Ну, я не хочу никого обидеть, конечно. Не, ну как бы у каждого своего зрителя, Да. он на него и работает. Да, вот, и поэтому вот это сравнение, мне кажется, оно как никогда четкое, прям, я даже не думал об этом. Он еще и на скрипке играет. Почему у нас такие талантливые артисты, о которых мы не знаем? Это не он? Вот, это самый главный тезис этой передачи. Один художник, другой скрипач. Тухватуллин, скажи нам, пожалуйста. Красивый очень. В Крыму. Красивый? Да, красивый. Я чувствую, у меня Девушка. сиденье будет мокрое. Ой. Ришат, ты во всем виноват. Знаешь, это вот какая-то такая растянутая реклама Дольче Габбана, у них такая же была. Такая бюджетная, конечно. Женька будет сейчас там титры будут появляться, там режиссер такой-то, там в главных ролях кто-то тот, и в конце будет там начало уже там 50-я серия этого сериала. Знаете, Ришата называют соловьем. Вот есть ощущение вот, от вокала, от подачи? Ну-ка сейчас это. Да, вот послушай. Такой прям вот. Ну да, слушай, у него, допустим, если Элвин Грей, то он поет, как получается, ну, на тюркском языке и ухо режет, то здесь уже оно не так режет. Что-то напоминает, кстати, немного, как будто турецкая музыка вот. Ага. Если Элвин Грей, такое, это как типа немножечко LJ пахнет по музыке, то здесь вот оно вот уже по музыкальней, по мелодичней. Инструменты как будто живые, да, используются, наверное. Она уезжает с другим, походу, а нет. Он Она бежит просто за ней, вроде как уезжает. а он бежит за ней. Не успел. Не успел, печально. Очень красиво клип снят. Необычно, профессионально. В плане актерской игры, на самом деле, как-то он это... Не Не доигрывает, да. На камеру, как бы на камеру поет и все, а вот если там Элвин немножечко там отыгрывал, у него видно было какая-то актерская игра, там старался как-то это персонажа передать, то здесь как бы просто на камеру поет с красивыми видами. Так, отлично. Не, ну для женщин 35+, мне кажется, типа, ну, прям это самое его. Он откуда вообще? Он из Туймазинского района. Хоть Ну, он и поет. я бы не сказала, что это человек мог бы это. Кажется, как будто он живет в Москве, там, в Питере. А почему не в Туймазинском районе? Ну, не знаю, обычно такие люди это... А что, так любовь свою не встретил? А все, что ли? Эх, печально. Поплакала.
поплакать можно. Да, вот если поныться, то это под этот. Да. Этот молодой исполнитель, он сейчас как раз-таки, так скажем, творчески эмигрировал непосредственно в Казань. Ему предложили, он работает в команде Элвина. В РНТ нужно посмотреть клип. Он снял его половину на телефон, половину на профессиональную камеру. У него хорошая команда. Давайте послушаем его башкирскую версию. Все, поехали. Это Барабер, без разницы называется. Типа мне пофиг. Барабер Это как будто мега лиричный клип от Black Star. Начало очень классное, прям необычное, да. Вот сразу. Прям вот необычно. Будущая звезда маленькая. Все, это он снимает за границей и в республике. Во всем ему помогает супруга. Башкирский рэп это. Есть движ, но мне кажется, что если бы у него голос был чуть-чуть ниже, это было бы более благозвучно. То есть низкий голос — это верх сексуальности. Какие Он еще? снимает жизнь других народов. То есть, как живут они, какое счастье. То есть вот тут даже видно страны, такие бедные, которые у нас есть. Например, Индия то же самое. Страны третьего мира, да. Да, и вот он показывает их жизнь. Несмотря ни на что, они счастливы. Ну слушай, наверное, рифмовать на башкирском языке это нужно будет совершенно, то есть таким. Кунг-фу панды. Да, кунг-фу панды, потому что типа, на русском языке достаточно труднее, насколько я, да, то на тюркском языке еще, наверное, сложнее рифмовать и делать какие-нибудь там, типа, там, двойные, тройные рифмы, квадраты. Я сразу вспоминаю выступление на нашем башфаке, вот, ну, честно. На башфаке? То есть это такой уровень дискотеки, да, просто? Ну, у нас просто факультет такой, много вот этого регионального компонента, и почему-то сразу вспоминаются какие-то выступления у нас именно на факультете. А у меня нет. Говорит о том, что, типа, мне без разницы на ваше мнение, рядом со мной семья, это вот этот мальчишка, это сын его. Мне кажется, эта песня ответ, знаете, башкирским националам о том, что, типа, какого хрена ты уезжаешь, типа, в Татарию, там, да, условно, меняешь нас, продаешь. Человек просто решил ответить песней. Я отвечу тебе песней. И смотрите, в общем, в этой-то он и говорит песне, что мне пофиг вообще, что вы подумаете. Мой путь указывает моя душа. Я похож, знаешь, на башкирского тела. Тело. Да, на башкирского тела. Прикольно, прикольно. Ну, только если был бы... Сирена, тебя еще не сравнивали с ATL. Ну, по мне, по музыке похож очень на ATL, достаточно такого, что-то есть отдаленное. И слышать немножечко даже такие этнические звуки в минусе его. Не, на самом деле интересно вот такое я достаточно бы слушал, потому что, ну, минус прям крутой качает. Я где-нибудь его включил бы на какой-нибудь там колонке JBL на вечеринке бы. Даже если, типа, не понимаешь? Даже если не понимаю, ну... Ну, типа, мы же слушаем английский. Ну да, вот. Хотя вначале вы сказали по-другому. Да? Давайте, теперь ставим оценочки. Слушай, если не сказал бы, что он наш местный башкир, я подумал, какой-нибудь там из Индии или из Пакистана откуда-нибудь, да, откуда-нибудь оттуда, потому что... Ну, на уровне. Ну, на уровне, да. Ну, на уровне такой достаточно, знаешь, типа дворового андеграунда. 5, 5, 5, все, 5 у него. Он просто офигенный. Рена, ты даже... Да, просто, да. Главное, бить точку в целевую аудиторию. Немного. Было бы желание, если он приедет в Уфу, пойти попробовать посмотреть. Я бы там сходил бы с друзьями бы в какой-нибудь, ну, там, мюзик-холл, да, тот же самый. Рена, дай 5. Картинка в голове смешивается максимально от того, что ты сначала видишь ребенка, вроде видишь какую-то семью, то есть какие-то путешествия, но в то же время и какие-то тусы в клубе, там что-то такое. Ну, то есть это очень как-то сумбурно и, ну, наверное, от этого 4. Но, в принципе, картинка сама неплохая. Ну, 4. Хорошо. В общем, вам Рена больше всех. Да, Рена больше всех нам как бы понравилась. Ну, Элвину, наверное, 4. Элвин Грей 5 за качество, да? Я правильно понимаю? Да. Вот, ладно, хорошо. Клип. Нет, мне кажется, что-то изменить что-то надо. не Что-то в Какая нем. оценка? Ну, 3 из 5, наверное. Ришат Тухватуллин? Мне показалось это очень шаблонным, максимально шаблонным. Да. Вот. Хорошо, какая оценка? Азамат сказал вообще про рекламу Дольче Габбана, и он прав. Ага. Ну, какую оценку? Ну, такое переслащенное, по-моему, получилось. Оценку скажите. Ну, Я без понятия, как это оценивать.
Ну, вроде как хочется поставить 3, да. 99. А песня? Сама песня мне понравилась больше вот у Соловья. Тебе как? То же самое. У Пятерка. Да, у Соловья вот Шат, я за прям- тебя. Прям Шучу. Я объективен. в плане песен у него помелодичнее, поинтереснее было вот, слушать там. Я правильно понимаю, если сделать качественно, по-свежему, то вы будете слушать и даже башкирскую, я правильно понимаю? Да.